нас на связи сейчас скайпом Маси Наем, адвокат, человек, который с самого начала в этом деле, все время именно под этим вопросом, кто заказал Катю Гандзюк, проходит вся его деятельность в последнее время. Маси, ты на связи, слышишь нас? Да, слышу вас. Добрый день. И мы тебя даже видим, да, привет. Вот в студии у меня Юрий Гусев, глава администрации Херсонской. Я хочу твою оценку, вот оценку именно того гражданского общества, о котором Юрий только что говорил, который действительно очень важно знать, что кто убил Катю и чтобы они были неотвратимо наказаны. Вот твоя реакция личная на сегодняшние события. Айдар, она, скажем, она нормальная, должна быть спокойная, потому что ничего такого экстраординарного, на мой взгляд, не случилось. Были обыски, это хорошо. Масштабные. Были какие-то 9 подозрений, кому мы не знаем еще. Есть одно подозрение, так понимаю, по 255 Уголовного кодекса, это организация ОПГ, грубо говоря, и это вручили Игорю Павловскому. Остальным непонятно, кому еще вручили. Поэтому, есть самый главный результат. Какой будет результат? То есть, если есть ряд фамилий, которые у всех на слуху, типа Рищука, Гордеева и Мангера, если у них у всех будут какие-то, не знаю, как минимум у всех будут подозрения, и у господина Мангера будет еще какие-то новые доказательства в его деле, то, наверное, это будет хороший результат. Пока что мы видим действия, они, знаешь как, есть негативный опыт и Юрия Луценко, слава богу, что он уже не генеральный прокурор, и мы понимали, что он всегда говорил, что вот скоро будет, происходили какие-то телодвижения, но в конце концов заказчиков не находили. Поэтому, есть больше надежды, что сейчас что-то изменится. Но эйфории у тебя нет, да, по этому поводу пока никакой? Осторожно. Не может быть, потому что я как юрист понимаю, что ничего не случилось экстраординарного. Есть 30 обысков, это хорошо. Есть подозрение по 255, хорошо. Кто остальные люди и какую меру пресечения выберут завтра в Печерском суде, я так понимаю, что в Печерском будет избираться мера пресечения. Но это будет завтра понятно. Поэтому очень важно еще то, как прокуроры будут отстаивать подозрения и меру пресечения. Да? То, что случилось с делом, допустим, Шеремета Павла, оно немножечко охлаждает, потому что ты не знаешь, в каком случае, когда, радоваться тому, что тебе выгодно, а не то, что по закону есть, это неправильно. Поэтому будем следить за тем, насколько все аккуратно будет двигаться дальше и по закону. Маси, есть ли у тебя какие-то вопросы к Юрию Гусеву, губернатору? Сколько я знаю, вы знакомы, да? У меня есть к Юрию Гусеву только одно пожелание. Пускай набирается сил, я не знаю, просто это... Есть только единственное, есть вопрос только в том, что он думает, что происходило последние месяцы, была ли активность, наверное, у ребят типа Гордеева и Рищука. Насколько я знаю, у Рищука были некоторые проблемы с законом. Я думаю, что Юра может больше об этом рассказать. Поэтому, возможно, даже не вопрос, а может быть он просто больше расскажет в рамках того, что происходит в Херсоне. А так вопросов нет, только пожелание, чтобы у него хватило сил дальше браться. Дякую, Масі. Я хотел только спросить, завтра же будете вы в суде со всеми ребятами, которые за делом Гандзюк наблюдают? Когда будет суд, и могут ли тогда обратиться через канал АТР, нас смотрят патриотичные люди, которые неравнодушны? Конечно, в суде будем, но единственное, что непонятно, когда это будет судебное заседание. Я думаю, что прокуратура сама сообщит об этом. И так как это ведет следственное действие, ведет СБУ, а Генеральная прокуратура процессуальные наблюдатели, руководители в этом деле, то, скорее всего, что будет Печерский суд. Если везут Павловского в Киев, насколько я понимаю, была информация с моста Сергея Никитенко о том, что якобы у Павловского случился инсульт. Если это так, то, к сожалению, дай бог, чтобы он выздоравливал, к сожалению, завтра, наверное, может не быть тогда этого заседания. А по факту, подтверждается эта информация или нет, пока что нет подтвержденной информации, поэтому, скорее всего, что завтра будет мера пресечения избираться. Но, как минимум, остальным 8 должно избираться точно.
Вот кто эти 8, пока неизвестно. Не знаю, действительно там инсульт, но просто хочу прокомментировать. Я не помню ни одного случая, когда кого-то задерживали и не случалось каких-то проблем со здоровьем. В остальное время подозреваемые в тяжких преступлениях обычно бодры, веселы и чувствуют себя, в принципе, неплохо. Спасибо, Маси, что вышел в эфир к нам. Всегда на связи. Всего доброго.